Ассаламу алейкум. Приветствую вас, друзья, на своем канале. На выходной так вышел на очередной коп. Ходил, бродил. И такой, знаете, неудачный, можно сказать, коп был у меня. Вот находил я вот этой пули. Одну такую, две вот. Не знаю, от немецкого ППШ, наверное. Вот такие пули я находил. Ну и лес у меня такой не густой, но большой. Не густой на монеты, я хотел сказать. Ну, был у меня сигнальчик вот из-за вот этой вот ямочки. Вот. Да, кстати, лопату я поменял, если кто не заметил. Удобная лопатка тоже. Вот она, монетка. Сейчас скажем, что такое. Скорее всего, это у меня Наполеон. Да, скорее. Я его натирать я не буду, потому что патин сойдет. Но я думаю, это Наполеон. Вот по размерам вижу. Сохран отличный, вроде бы. Вот сейчас она влажная. Если натереть, то уже патин сойдет и некрасиво она будет выглядеть. Поэтому не буду этого делать. Вот. Я уже час где-то хожу. Первая монетка и вот эти вот 3 пули нашел я. Вот здесь трасса. Вон трасса проходит. И лес тут. У меня. Фу, устал. Так вот. Продолжаю коп. Ямку надо обязательно закопать обратно. Что мы и сделаем. Едем дальше. Будем смотреть. Так. Не прошло 5 минут, как я вот Наполеон нашел. С вот этой ямки у меня сейчас вот он, медальончик выпал. Что там нарисовано, я не знаю. Не вижу, тереть тоже не буду. Состояние, думаю, тоже хорошее. Кстати, вот когда вот Наполеончика я доставал, у меня он звенел как бешеный, как на серебро, можно сказать. Шкала зашкаливала. Думал, что-то опять ерунда какая-то будет. И нормально вышло. А вот тут так на среднее, как и должно было быть. На медальончик выпал такой сигнал средний у меня. Вот. И смотрю, лежит в ямочке. Не видно. Потом покажу. Уже или фотографии, или видео сделаю. Я после как домой приеду, как высохнет. Почище покажу. Вот. Тоже, наверное, старая, потому что патин хороший такой. Состояние хорошее тоже вижу. Вот бы сейчас цепочку тоже найти. И цепочка там порвалась, скорее всего. Колечко одно осталось-то. Цепочки. Сейчас посмотрю, может, уронил кто-то. Цепь золотую из кота. Окей, едем дальше. Так, у меня сигнал был. И только не монета снова. Вот такая ерунда. Не знаю от чего. Ну, что-то солдатское, не знаю. Тоже старая. Находил я ложку тоже с тех времен еще. Наполеоновских. Ее я сломал, короче. По неосторожности. Даже видео не стал делать. И нашел я еще пару пуль, короче. И скорее всего это место, вот где австрийцы с немцами вели войну здесь.
800... Какой? 1714 или когда тут австрияки заходили во Францию? Сейчас не помню точно. Вот то место, где была война, здесь бои шли. И вот этот лес полон пулями. И вот амуниция вот такая. Вот чисто солдатские вот такие вещи я нахожу. Именно вот в этом квадрате я начал как искать. Вот монеты тоже нашел. А там наверху еще, где-то километра 2 вперед туда, а там вообще сигналов не было. Сюда вот ближе к селу спустился, ближе к трассе. И вот сигналы пошли. Тут у нас там наверху еще есть памятник. Такой мемориальчик большой на горе стоит. Он тоже вот этим солдатам поставлен. Ну, скорее всего, вот я думаю, что тут это было, все происходили бои. Точно я знаю, чуть дальше, километров 10 туда вперед, там точно бои были, я смотрел историю по картам, там они были. А тут сейчас будем смотреть, что солдаты оставили. Вот, продолжаем. Да, походу, подписывайтесь на канал. А то что-то мало людей на канале подписано. Не забываем это делать. Але до следующей находки. Так, во время наших очередных сигнальчиков был. Значит, долбанул лопатой. Оп-оп. Прямо посередке. Это же надо было так метиться. Вот. Вот такая застежка у меня вышла. На дороге, кстати. Буду обратно идти, прям по дороге я пойду, наверное. Окей, едем дальше. Вот. Дурдаться. Хамчду. Хульш. Вишт. Дельш. Орве. Ашца. Дик дукус. Сюрч тастес, ин yok паник яла куза. Что? Инте хилас дуган. Хилас дуешь. Жим мистводу, но жим амбатта собрдичи. Бисмилlah, жо дикр дошло. Давай. Так. Сигнальчик, монетка. Вот. Думаю, это какой-то жетончик, наверное. Скорее всего. А нет. Это франк. И не желтый. Алюминий. Наверное, 47-го года или 45-го. Что-то из этой области. Сейчас посмотрим. Сейчас глянем. Да, один франк. Что-то у меня монет здесь мало. Вот этот медальончик я нашел. И Наполеончик. И вот эта вот монетка. Где тут у него год написан, интересно. Так. Тут должен быть. Вот. Так, вот здесь где-то. Скоро у меня на канале будет конкурс. Буду разыгрывать кое-что. Не знаю, еще поставить. Скорее всего, это будут монеты. Да, так как канал основной у меня на тему монет, копа, буду разыгрывать монеты 1947, по-моему, да, тут 47 год. Вот, 1 франк. Едем дальше. Так что смотрите, когда будет розыгрыш на канале.
Так, пока что ничего не нашел, кроме этих пуль, которых валом здесь. Ну, по-моему, здесь ситуация была такова. Вот тут, скорее всего, эти австрийки, немцы, австрийцы, они наступали, шли вон оттуда, вот сюда они шли. И вот здесь сидели французы на вот этой высотке, потому что сейчас там есть памятник, мемориал такой большой. Вот. У меня тут вот так. Faites bien attention. Будьте очень осторожны, короче, написано. Вот, хотя индейцы ходят. Вот. Скорее всего, они наступали туда наверх и оттуда пуляли по ним. И от того здесь пули валяются. Вот. Ну, как мы увидим, позиция вот тех, кто был наверху, там лучше. Сейчас можно будет даже туда подобраться, вот на эту горку. Хотя очень рискованно. Военные места тут запрещено копать. Там штраф где-то 1500, по-моему, или до 10 тысяч штраф. И 6 месяцев тюрьма. Я читал недавно, кто-то залез там на территорию архитектурную и там копал, его поймали, короче, он достал там римские монеты, и, ну, его там зацепили, и вот так дело было с ним. Если бы вот на вот эту поляну выйти, ну, там у нас дома стоят, живут люди. Ну, сейчас попробую я что-нибудь придумать. Хотя туда к памятнику не буду идти, а тут посмотрю, что к чему. Там с правой стороны за дорогой тоже есть лес. Можно туда заглянуть. Ну, сейчас посмотрим. Друзья, вытащил я снова монетку. Вот. Сейчас, если попробовать определить, то не видно. Ничего не видно. Ну, знаю, что монетка что-то определяется, но не знаю, что она слишком убитая, чтобы ее тереть в данный момент. Вот. Но это место, вот этот лес, тут точно были боевые действия, потому что я сейчас вам покажу, с чего у меня такое мнение. Я тут понабрал этих пуль валом. Тележка с вагончиком, можно сказать. Вот. Столько же еще в машине у меня остались. Разного калибра. Вот пули у меня здесь. Там монетки и тоже остальной хлам я возле машины оставил. Вот. Ну и сейчас вот эта вот монетка. Вот так вот. Ну что, продолжаем дело.